Слово предоставляется представителю адвокатуры Тухтамамбетову. Пожалуйста, к трибуне. Здравствуйте еще раз, уважаемый суд, участники процесса. Я бы хотел вкратце, потому что, в принципе, те же самые статьи, тоже часть пункт 4 статьи 15, 17, те же конституционные статьи Конституции, это 40-я, тот же пакт о гражданских и водительских правах. Просто, если резюмировать в целом нашу позицию, мы хотели сказать, что ограничение деятельности адвоката, лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, если и не носит прямого ограничения, то уж точно является опосредованным ограничением. Потому что если лицо, подсудимый, не может через своего адвоката получить всю информацию, которая может облегчить его участь, либо доказать его невиновность, является нарушением. Опосредованным, да. Нигде нет прямого запрета на то, что человек не имеет права обратиться в суд, не имеет права на судебную защиту, но прослеживается, что существует опосредованное ограничение. И в то же время, разумеется, адвокатура Кыргызской Республики понимает о том, насколько важно для государства сохранить государственные секреты в целостности, сохранности и в безопасности. Это является одним из стратегических направлений деятельности государства. Тут просто нужно, наверное, прийти к тому моменту, где интересы сторон придут к взаимопониманию, но в то же время я думаю, что восстановление справедливости в суде это тоже является одним из важнейших направлений деятельности государства. У меня вкратце, вот если вот так вот резюмировать, у меня все. Спасибо.